Добрый день, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Пенсионная система Российской Федерации. Порой кажется, что нас нарочно хотят в ней запутать. Правда, непонятно для чего. Но мы с помощью специалистов сейчас попытаемся выбраться из этого лабиринта. Сразу оговорюсь, в этом выпуске не пойдет речь о том нормативе, по которому высчитывается будущая пенсия. Не пойдет речь о коэффициентах, баллах и так далее. Специалисты и сами признают, что пенсионная формула сложна и содержит много переменных. Постоянно, как всегда, одно – отсутствие разумных объяснений и внятной терминологии. Так, до 2015 года трудовая пенсия делилась на две части – страховую и накопительную. А с 2015 года она делится на два вида – накопительную пенсию и страховую. Разобраться в этом нужно быстро, поскольку только до 31 декабря этого года граждане России имеют право определиться – формировать ли обе пенсии или только страховую. Татьяна Афанасьевна, добрый день. Начнем, пожалуй, нашу беседу с самого первого вопроса. Что есть накопительная и что есть страховая часть пенсии? Вообще и страховая, и накопительная части пенсии, они формируются за счет страховых взносов, которые работодатель уплачивает за своих работников. Да? Они все учитываются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. То есть у каждого гражданина, вы знаете, есть страховой номер индивидуального лицевого счета, зеленая карточка, которую они получают. Сейчас уже почти с рождения у каждого человека есть. И на этом лицевом счету аккумулируются все страховые взносы. Вот по страхователю они представляют отчетность по каждому работнику, что столько начислили, столько уплатили страховых взносов. И вот эти начисленные страховые взносы, информация об этих начисленных страховых взносах хранится на индивидуальном лицевом счету, страховая часть и накопительная часть. Да, это вот для граждан молодого более возраста, скажем так. Граждане более молодого возраста – это рожденные с 1 января 1967 года и позже. Для них 16% пенсионных отчислений разделили на страховую и накопительную части. Для лиц, рожденных до 1 января 1967 года, формируется только страховая пенсия в объеме тех же 16%. Вот на лицевом счету конкретно 16 тарифных пунктов. Из них 6% это накопительные для лиц 1967 года рождения и моложе, 10% это страховая часть. То есть минимальный размер, он обеспечен государством, все равно он застрахован. Да? А накопительная часть – это вот человек, он сам управляет своей накопительной частью. Вы свою накопительную часть можете передать в негосударственный пенсионный фонд, можете в частную управляющую компанию. Ну, вот вы смотрите сами на рынке, как работают данные негосударственные пенсионные фонды, как управляющие компании, как инвестируют они свои, да, вот какие инвестиции, какой инвестиционный доход они получают. И можете каждый год, вот до этого года было, что каждый год можете безболезненно менять страховщика, да, и переходить из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, в пенсионный фонд, ну и обратно, да, вот все это. Но с 2015 года у нас уже как бы сроки есть срочные и досрочные, да, переходы. То есть можно переходить один раз в 5 лет, ничего не теряя при этом. Все страховые взносы, инвестиционный доход, все, что накопилось, оно передается, да, при вот этих срочных со сроком 5 лет переходах. А если досрочно, вот вы хотите прямо, вот сегодня написали на будущий год уже, чтобы ваши накопления были переданы, то тогда вы теряете инвестдоход. То есть вы, если досрочно собираетесь переходить, но вам не понравился этот негосударственный пенсионный фонд, то вы уже рискуете, да, вот своим инвестдоходом. Вот в этом месте интервью мне вспомнилась фраза из «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Д'Артаньян чувствовал, что тупеет. А между тем все не так уж и сложно. Вы 1967 года рождения или моложе. Вы уже заявили о своем желании иметь два вида пенсии – страховую 10% и накопительную 6%. В этом случае вы можете срочно один раз в 5 лет или досрочно, до истечения этого срока, не теряя или теряя, соответственно, инвестиционный доход, распорядиться накопительной пенсией по своему усмотрению.
Перевести деньги из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, или управляющую компанию, частную или пенсионного фонда России, или вообще рано или поздно аккумулировать все накопления в виде страховой пенсии. Не супердоходно, зато стабильно. Так с чем же в конечном итоге надо определиться гражданам России до 31 декабря 2015 года? Если вы нигде никогда ничего не выбирали, у вас пенсионные накопления, они находятся в пенсионном фонде, в управляющей компании Внешэкономбанк, это государственная управляющая компания, то ваши со следующего года на вас уже накопительная часть не будет. Если вы молчите, то вы считается, что вы выбираете только страховую составляющую. Страховая составляющая, она индексируется. Страховщик пенсионный фонд находится в государственной управляющей компании, вы никаких заявлений не писали, то есть вы не заинтересовались своими пенсионными накоплениями, не отслеживаете, никуда не переходите, пассивный, да, то есть за вас считается, что вы выбираете страховую часть. У вас будет только страховая пенсия. Для этого, если вы хотите, чтобы в будущем у вас было две пенсии, страховая и накопительная, то вам надо до 31 декабря уже определиться и написать заявление. Остается совсем мало времени. Мы об этом все время говорим вообще-то. А те, кто только начинают работать, да, те лица, у них есть 5 лет, чтобы определиться, нужна им эта пенсионная накопительная пенсия или не нужна. Пока они определяются, все идет на страховую часть. Итак, по сохранению накопительной пенсии у нас есть срок – до 31 декабря текущего 2015 года. Подать заявление можно дистанционно, например, на портале госуслуг. На сайте пенсионного фонда есть личный кабинет застрахованного лица, а также образцы заявлений. Вообще можно просто написать заявление в любом отделении Пенсионного фонда России или выбранном негосударственном пенсионном фонде. Для этого вам потребуется только паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС. Повторю, что накопительную пенсию можно сформировать и передать в НПФ или частную управляющую компанию, или оставить в управлении Внешэкономбанка. Татьяна Афанасьевна, а вы не помните навскидку, какую доходную часть показывает в последнее время управляющая компания ВЭБ? По предварительным данным, когда я в ноябре была в Москве, нам озвучивали, что инвестдоход будет существенный по именно государственной управляющей компании, по ВЭБу. Ведь может же такое быть, что индексация страховой части пенсии будет больше, чем доходность по накопительной части? Сам человек, он осознанно подходит, да, и решает, будет он рисковать или не будет. Страховая часть, она застрахована, да, она понятна, она немножко индексируется, но может быть не так, как нам хотелось бы, чтобы там были проценты большие, да, но она все равно наращивается, учитывается, аккумулируется, а риски по накопительной составляющей это сам гражданин берет на себя. И насколько рискует сам гражданин, выбирает он сам? У кого-то там, например, инвестдоход большой, 20%, например, да, может такое быть. Год от года это каждый человек сам решает за себя, он должен отслеживать. Эта информация вся в открытом доступе находится в интернете. Я считаю, что человек, он сам выбирает себе, что он хочет. То есть для гражданина это все равно оценка рисков? Риски есть, да, потому что негосударственный пенсионный фонд сегодня работает, завтра не работает. У нас на сегодня только 33 негосударственных пенсионных фонда вошли в систему гарантирования пенсионных накоплений. Это очень важный пункт, на который надо обратить особое внимание при выборе негосударственного пенсионного фонда. Участие его в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Если вы решились разместить накопительную пенсию в НПФ, посмотрите также на его рейтинг, доходность за несколько лет акционеров фонда. Вы знаете, что 2 года у нас идет мораторий на накопительную часть. На перечисление, в смысле страхователи уплачивают все на страховую часть. И, следовательно, и на лицевом счету все это учитывается на страховую часть у каждого человека.
не на накопительную. Все идет 16%, вот эти 2 года на страховую часть. В начале мораторий был продлен до 1 января 2016 года. За это время граждане и должны были окончательно определиться с формированием страховой и накопительной пенсий. Срок выбора сохранился, а мораторий был продлен. 15 декабря президент России подписал закон о замораживании накопительной части пенсии. Что это несет в себе? Какие последствия? Это в связи с тем, что финансирование выплаты страховых пенсий, оно очень серьезное положение по России в целом. Количество пенсионеров увеличивается. Если раньше, в 90-е годы, 2 работающих гражданина обеспечивали 1 пенсионера, то теперь соотношение где-то 1 пенсионер и 1,6 работающего гражданина, и тенденция не очень хорошая. Да. В этом году занимаемся легализацией неформальной занятости. Да? Вы же понимаете, что очень много людей, которые получают зарплату в конвертах. И в этом плане, что они теряют очень много. Да? Молодые люди, они считают, что им далеко до пенсии, поэтому как-то соглашаются с работодателем, что на них вообще не будут начислять заработную плату или совсем по минимуму, а остаток они получают в конверте. То есть у них пенсионные права в полном объеме не учитываются. Годы неуклонного улучшения пенсионного законодательства привели к тому, что многие сограждане вовсе не рассчитывают на достойное пенсионное обеспечение. Другие спешат заскочить в последний вагон уходящего поезда. По данным газеты «Ведомости», в этом году в Пенсионный фонд России поступило более 5 миллионов заявлений от граждан о переводе пенсионных накоплений к тому или иному страховщику. Это небывалая активность. А издание РБК «Деньги», правда со ссылкой на неназванных экспертов, напоминает, что накопительная пенсия – это реальные деньги, а страховая – виртуальные баллы, курс которых на момент вашего выхода на пенсию неизвестен, и индексируется она ниже уровня инфляции по ставке 4%. Время принимать решения. Обычно раньше, когда говорят «пенсионный фонд», то приходят одни пенсионеры, да, вопросы только у пенсионеров. А сейчас уже и молодые люди, они более активно начинают на встречах выступать, спрашивать, и это как-то радует. Есть такой недавно появившийся термин – кризис четверти жизни. Это состояние, в которое впадают только что окончившие учебу молодые люди при столкновении со взрослым миром. Но даже в кризисе четверти жизни эти самые молодые люди начинают задуматься о своей пенсии, о своих пенсионных накоплениях. И это правильно. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.